Теперь рассмотрим предельное наклонение тувинского языка. В нем всегда стоит сказуемое в придаточном предложении времени и выражает предел во времени для действия, выраженного в основном глаголе, главного предложения. Образуется он путем присоединения аффиксов «рже», «руже», «виже», «юже», ну и соответственно «кылже», «куже», «киже», «кюже». Вот это все аффиксы внутренние. Также есть внешний аффикс «че», «же», который служит для образования глаголов в первом и во втором лице. Рассмотрим на примере глагола «келдир» – «приходить». В первом лице будет основа «кель», «ги», «же», аффикс первого лица «ом» и внешний аффикс «че», «келгижемже». До того момента, как я приду. Ну, на русский язык переводится как «до тех пор, пока я не приду». Во втором лице, соответственно, здесь уже показатель лица, аффикс лица. А в третьем лице имеется только один внутренний аффикс. До тех пор, до того момента, как придет. Во множественном числе точно так же. Множественное число. Единственное число. Вис теперь. Вис, потому что основа тут заканчивается на гласную. Висче. До того момента, как мы придем. Во втором аффикс второго лица множественного числа ер. И в третьем точно так же. До того момента, как они придут. Рассмотрим теперь пример в предложении. Мен келгижемже сен бажыңға олдур. Келгижемже предельное наклонение. Главный глагол олдур сиди в повелительном наклонении. Сиди дома до тех пор, пока я не приду. Переводится на русский язык. А на тувинском языке же он звучит следующим образом. До того момента, как я приду, ты сиди дома. Предел для совершения глагола, действия глагола в главном предложении олур сидеть является глагол келгижемде в предельном наклонении. До того момента, как я приду, ты сиди.